Всем привет! С вами Сергей Громенко и мои истории об истории. В 1578 году началась турецко-персидская война, в которой решалось, кто будет владеть Закавказьем. Первоначально успех сопутствовал османской армии, усиленной конницей Крымского ханства. В течение нескольких месяцев они завоевали территории нынешней Грузии и Азербайджана, а 20 ноября наголову разгромили персидские войска. Но уже через 8 дней крымское войско во главе с Калгой Адилем Гераем потерпело жестокое поражение от иранских всадников. Адиль был ранен, попал в плен, а затем переселен в персидскую столицу. Правивший тогда в Иране шах Мухаммад Ходабенди принял пленника с почестями, рассчитывая выдать его за одну из своих дочерей и тем самым вступить в союз с Крымским ханством. Однако реальная власть была сосредоточена в руках не полуслепого шаха, а его честолюбивой и жестокой жены Хайрон-Нисы. Своими действиями она настроила против себя весь двор, и персидские эмиры только ждали подходящего случая, чтобы расправиться с ней. Повод представился необычный. Как повествует историк Шараф-хан Бидлиси, неудержимая Хайрон-Ниса воспылала страстью к плененному Адилю Гераю, а тот якобы ответил ей взаимностью. Когда об этом стало известно, эмиры вытребовали у шаха разрешение казнить неверную жену и 26 июля 1579 года задушили ее в гареме. Адиль Герай сражался как лев, зарубил в сабельном бою 7 противников, но в конце концов пал от пули. После этого по Ирану прокатилась волна бунтов, так что в итоге шах потерял престол, а страна Закавказье. Воистину, любовь – страшная сила.